В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшек-Шара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске откровенный разговор. Встреча президента с активом Гагарского района. Закон об НДС нуждается в доработке. В парламентском комитете создана рабочая группа. Кредит потребительский. С 1 февраля Сбербанк Абхазии запускает новую программу кредитования. Сегодня президент Рауль Хаджимба встретился с активом города Гагра и Гагарского района. На встрече обсуждалась общественно-политическая ситуация в стране и социально-экономическая в районе в частности. Гагарский район – район, в котором сосредоточен главный туристический потенциал страны. И, конечно же, основной доход в местный бюджет состоит из отчислений именно в этой сфере. По словам главы администрации Гагарского района Заура Бганба, вследствие неудачного туристического сезона в 2017 году доходная часть бюджета не выполнена. Социально-экономическое развитие Гагарского района за 2017 год характеризуется отрицательной динамикой. Это явилось следствием резкого спада туристического потока после устойчивого роста отрасли на протяжении нескольких предыдущих лет. В результате отмечается сокращение объемов реализации услуг не только в санаторно-курортных комплексах, но и сопутствующих туризму отраслях, платных услугах, торговле и общественном питании, транспорте, снижение предпринимательской деловой активности в целом. Предварительная оценка результатов выполнения индикативного плана за 2017 год показывает, что объемный показатель будет выполнен не более чем на 70%. А по сравнению с фактом прошлого года снизится на 25%. Совокупный объем производства ожидается ориентировочно 7,6 миллиардов рублей. Это при прогнозе 10,8 миллиардов. По инвестпрограмме в Гагре строится первая средняя школа. Идут работы по реконструкции парка принца Альденбургского. Поэтапно решаются вопросы вода и энергоснабжения. Заур Бганба также озвучил проблемы, требующие незамедлительного решения. Например, городские улицы, система канализации, а также подвалы многоэтажных домов. По мнению председателя Гагарского отделения Совета старейшин, героя Абхазии Рудольфа Алшундба, для успешного развития туристической сферы во всей республике необходимо принимать туристов с настоящим традиционным гостеприимством, обеспечить их безопасность и чистое Черное море. Рудольф Алшундба говорил и о сложившейся непростой общественно-политической ситуации в стране. По мнению старейшины, президент имел право принять решение о помиловании Лукава не только по Конституции, но и по законам Апсора. Как подчеркнул Рудольф Алшундба, глава государства поступил по совести. Перед общественностью района выступил Рауль Хаджимба. Президент отметил, что не только в Абхазии, но и в соседней России и других странах в последние годы непростая экономическая ситуация. Что касается неудачного туристического сезона в республике, то общее число туристов, заезжающих в Абхазию, особо не изменилось. Здесь главный вопрос – неудовлетворительная работа в сфере налогообложения. В тех объектах, где организованно по путевкам принимаются те или иные люди, действительно снизилось количество приезжающих к нам людей. А кто сказал, что стало меньше людей к нам заезжать в Абхазию? Мы просто не умеем, к сожалению, пока еще работать с темой получения налога. Наш сегодняшний собственный бюджет составляет порядка 5 миллиардов. А мог бы быть, это без натяжек, порядка 8-10 миллиардов своих собственных возможностей. Но мы не очень хотим этого делать. Мы не хотим, чтобы у нас был НДС. Мы не хотим, чтобы мы на границе более жестко и четко работали. Мы не хотим, чтобы граница по реке Ингур была бы реально обеспечена соответствующими инструментариями государства. Все знают прекрасно, что со стороны Грузии длительный период времени завозятся те или иные продукты, товары, но каких-либо платежей в бюджет государства не поступает. Как только начинаешь говорить о теме возможности введения этих процессов, говорят о том, что вы делаете. Зачем это нам нужно? Мы что, выстраиваем отношения с Грузией? Хотел бы спросить, а те, кто торгует, они что, имеют право на выстраивание отношений с Грузией? Почему они могут демпинговать на рынке?
когда наш производственник занимается, предположим, той или иной деятельностью, его продукты, его товары становятся нерентабельными по отношению к тем товарам, которые завозятся из Грузии. Слушайте, наличие таможенных платежей и всех инструментариев государства – это признак состояния государства. То, что государство состоится. Глава государства также дал оценку политической обстановке в стране. Люди, вчера еще сидевшие вместе в окопах, погибали вместе. Что нам сегодня не имется? Что мы хотим? Если мы прошли войну, положили тысячи своих ребят ради того, чтобы только заниматься грызней, Жители района задали президенту интересующие их вопросы. В основном о развитии инфраструктуры, о проблемах разбитых дорог, о бесперебойном электроснабжении сел. Рауль Хаджимба ответил на все вопросы. Разговор с главой государства получился откровенным. Полностью выступление президента на встрече с общественностью Гагарского района смотрите в нашей программе сегодня. Распоряжением президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба создана Государственная комиссия по организации похорон первого министра обороны Республики Абхазия, кавалера ордена Леона, генерал-лейтенанта Владимира Аршба. Комиссию возглавляет премьер-министр Беслан Барцыц. С 1 февраля 2018 года Сбербанк Абхазии запускает кредитный продукт для физических лиц «Потребительский». Любой гражданин Абхазии может обратиться в Сбербанк за получением кредита до 200 тысяч рублей сроком на 1,5 года и по процентной ставке в 24% годовых. Подробно об условиях новой программы кредитования в нашем следующем сюжете. Чтобы получить кредит по новой программе, гражданин Абхазии должен прийти в Сбербанк с 2 поручителями, которые обслуживаются в этом банке, и держателями карты АПРА. При этом как минимум один из поручителей должен быть пенсионером или же получателем социальных выплат. Стоит также отметить, что в отличие от зарплатного и пенсионного кредита, участниками новой программы могут стать все граждане Абхазии. Эти люди могут не иметь вообще никакого отношения к банку, и им не обязательно обладать банковской картой. Таким образом, Сбербанк Абхазии поддержит частные инициативы граждан и предоставит возможность получить кредит на неотложные нужды, а также решить какие-то личные проблемы. Мы понимаем, что в Абхазии большое количество граждан, которые не являются клиентами сберегательного банка и у которых нет карт АПРА, на которые приходит зарплата и пенсия. И учитывая пожелания наших граждан, сберегательный банк разработал новый продукт, который ориентирован на всех граждан Абхазии без исключения. Что это значит? Что участниками программы, то есть лицом, который может обратиться за кредит, может быть не только клиент сберегательного банка, но и клиент любого банка. Более того, любой человек, который ни в каком банке не обслуживается и не имеет никакой карты. Таких в Абхазии большинство. Поэтому, учитывая пожелания людей, была разработана программа, при которой обратиться в сберегательный банк может любой гражданин Республики Абхазия. Получатель будет самостоятельно погашать свой кредит по заранее утвержденному Сбербанком графику, то есть никакого автоматического списания с банковской карты или банковского счета не предусматривается. Этот вид кредита будет выдаваться в порядке очереди, отметил Беслан Барателия. Чтобы это было справедливо и открыто, будет, как и сегодня, установлена очередь. Граждане приходят, записываются на конкретную дату в порядке очереди и будут ждать наступления того дня, когда он придет, чтобы получить кредит. Документов не нужно никаких будет, достаточно прийти будет самому с паспортом и привести 2 поручителей, которые также принесут с собой паспорта и карточки, на которые поступают их доходы. В отличие от зарплатного и пенсионного проекта, где с заемщика снимают в автоматическом порядке, удерживают и проценты, и тело кредита с карточки, то есть даже не нужно заемщику приходить и платить за кредит, это все делает банк за него, человек получает на карту только остатки своих денег. Вот эта программа принципиально отличается от той тем, что человек, заемщик, получив кредит, самостоятельно его обслуживает. Он сам должен прийти в банк, сам должен заплатить проценты и погасить часть тела.
Сбербанк Абхазии приступит к осуществлению программы кредитования потребительский с 1 февраля 2018 года во всех районах республики. На Алакове, Беслан Чинжери, Абхазское телевидение. Парламентарии обсуждают закон об НДС, который был принят 2 года назад. Первая встреча в рамках Комитета Народного собрания по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам сегодня прошла с участием предпринимателей и договорились создать рабочую группу по внесению поправок в закон об НДС. Нисфа Аршба расскажет подробнее. Парламентский комитет по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам решил начать свою работу в новом году с изучения 3 документов. Закона о налоге на добавленную стоимость, закона о патенте и валютном регулировании. Решили начать с самого сложного – НДС. Тем более был повод. Обращение Ассоциации предпринимателей Абхазии, в котором бизнесмены просят депутатский корпус пересмотреть уже вступивший в силу закон об НДС и внести в него важные коррективы. Члены комитета согласились. Закон об НДС требует доработки, так как данный вид налога тяжким бременем лег на плечи предпринимателей. Конечно, к нему подход, конечно, не совсем однозначный. С точки зрения бизнеса он является очень тяжелым финансовым бременем, легло на бизнес-сообщество. Хотя наше ведомство, Министерство по налогам и сборам, Министерство финансов, таможенный комитет, они утверждают о том, что пусть даже не в полном объеме, но это единственный вот такой как бы косвенный налог, который дает доход в бюджет Республики Абхазия. Двигателем экономики все-таки являются наши бизнесмены, наше бизнес-сообщество и вообще развитие экономики. Мы не такое уж высокоразвитое государство, которое бы могло, вот знаете, так все-таки ущемлять интересы нашего бизнес-сообщества. Поэтому я думаю, что необходимо его все-таки пересмотреть и дать возможность как-то вот начать работать. НДС, безусловно, один из самых важных видов налога, и предприниматели понимают, насколько он необходим государству, говорит глава Ассоциации предпринимателей Роман Качарава. Но, по его словам, новый закон не просто усложнил работу, он лишил местный бизнес возможности развиваться. Наша задача как предпринимателей – это, естественно, построение сильного экономического государства, экономически развитого государства. И поэтому мы тоже патриоты, мы тоже граждане, мы понимаем, что если бизнес не будет платить налоги, то государство жить не будет. НДС – один из важных налогов, который пополняет бюджет государства. И мы знаем, что его нужно платить. Но мы понимаем, что на сегодняшний день он не работает, он подготовлен был наспех и имел немножко, наверное, другие цели. Он ударил очень сильно по бизнесу. Я вам скажу так, что очень большое количество предпринимателей вообще перестало заниматься бизнесом. Спад в торговле, на мой взгляд, даже только за этот год порядка 30%. На сегодняшний день для предпринимателей в части НДС есть единственное послабление – отсрочка платежа. Но, как оказалось, и она на практике не работает. Получилось, что закон об НДС вынудил многих предпринимателей свернуть свой бизнес, а некоторых даже применить так называемые серые схемы. Закон об НДС существующий очень сильно ударил по нашим с вами карманам. Бизнес-сообщество не могло эти 10% в свой убыток понести, и фактически плательщиками этого НДС стали мы с вами, простые граждане. Тут озвученные цифры около 30% падения торгового оборота. Я думаю, что это такая усредненная цифра. Есть другие цифры, которые в некоторых других отраслях она упала намного больше. Есть предположения, они не подтверждены пока, но мы думаем, что в рабочей группе должны будем основываться и на эти данные. У нас большое количество предпринимателей вообще перестало платить этот НДС и заведомо поставили себя в неравные условия с теми, кто его исправно платит. Закон об НДС основывается на импорте. Наш импорт за последние годы не изменился, отмечалось на заседании. Это, по мнению депутатов, свидетельствует о слабой работе фискальных органов. По имеющейся у главы комитета Натали Смыр информации, на октябрь 2017 года долг предпринимателей перед государством составил 188 миллионов рублей. Это так называемый ввозной НДС. В основном вся информация у нас будет после того, как мы получим, в принципе, исполнение бюджета за 2017, и мы получим отчет, это будет в
в первом квартале 2018 года, тогда уже будет более реальная информация. Насколько мне известно, что некоторые суммы были погашены. Там основные должники, которые большие имели задолженности, они погасили. Вот. Поэтому более достоверной информации мы вам скажем уже по итогу того, как мы получим отчет об исполнении бюджета. В итоге народные избранники решили создать рабочую группу для всестороннего изучения ситуации вместе со специалистами и предпринимателями. Нисфарш Бабислан Джинджоля, Абхазское телевидение. Республиканская партия «Единая Абхазия» войдет в союз политических и общественных организаций республики. Такое решение при одном воздержавшемся было принято в ходе заседания Политсовета партии, состоявшемся накануне. Как следует из распространенного информационного сообщения партии, члены Политсовета «Единой Абхазии» высказали свое отношение к общественно-политической ситуации в стране, сложившейся после помилования Георгия Лукава. Политсовет партии «Единая Абхазия» считает, что рассмотрение данного резонансного дела должно проходить только в правовом поле. По мнению членов Политсовета, следует принять во внимание то, что материалы парламентской комиссии переданы в Конституционный суд. Президент же должен ускорить процесс формирования Конституционного суда, отмечается в сообщении. В селе Кындах Ачамчирского района произошел обрыв линии электропередачи 220 киловольт Ачамчира, что послужило причиной аварийного отключения электроэнергии в западной части страны. На место аварии незамедлительно выехали рабочие бригады РУП «Черноморэнерго». Как сообщает пресс-служба «Черноморэнерго», в данный момент прилагаются все усилия для устранения аварии. Наши корреспонденты побывали на месте. Репортаж Сарии Смыр. Обрыв воздушной линии Ачамчира-220 произошел примерно в 16:00 в районе села Кындык. Вследствие аварии была обесточена большая часть республики. Несколько часов без света провели жители городов Гагра, Пицунда, Гудаута и Сухум. Причиной аварии стала нагрузка на электролинии. На данный момент все эти районы питаются электроэнергией из России. Это как раз та линия, по которой мы постоянно ведем беседы и рассказываем о том, что она перегружается в зимний период времени. И мы на нее нагружаем то количество электроэнергии, ту мощность, которую она по сути выдержать не может. Вы знаете, та мощность, которая нам достаточно для того, чтобы покрыть те нужды, которые есть, которые обеспечивала эта линия, такую мощность с Российской Федерации нам получить не удалось. У нас дефицит порядка 20 мегаватт. В связи с этим в некоторых районах сегодня придется, к сожалению, большому потерпеть нашему населению. По часу будут ограничения. На место аварии незамедлительно выехала рабочая группа Черноморэнерго. К моменту нашего приезда работы по восстановлению главной линии электропередачи шли уже несколько часов, и была проделана большая часть работы. Однако, по словам руководителя Черноморэнерго Слана Басария, полностью линии электропередачи восстановить удастся лишь в четверг. К сожалению, большому повреждению мы получили на одной опоре, но тем не менее из-за этого повреждения у нас по сути 4 пролета высоковольтных линий, на них существует проблема, где-то у нас габарит нарушен, то есть высота провода от земли, где-то у нас обрыв в связи с тем, что произошла эта авария и потянула за собой линию, но тем не менее бригады работают, спускаются провода, которые не оборвались, соответственно эти провода обрезаются, потом они монтируются между собой, параллельно с этим опускаются, мы их называем в быту гирлянды, то есть это изоляторы, которые держат провода и имеют соответствующие функции чисто энергетические. Все это организовывается, монтируется в нижней части, то есть спускается и монтируется. Соответственно, завтра, когда мы получаем световой день, мы только при дневном свете можем уже поднимать эти провода для того, чтобы не перетянуть эти провода и зафиксировать их таким образом, чтобы линия электропередач функционировала именно в рамках тех нормативов, которые есть. Восстановительные работы на воздушной линии электропередачи Ачамчира-220 будут возобновлены с 7 часов утра. По словам Аслана Басари, специалисты сумеют справиться с задачей всего за несколько часов. Примерно к 9 часам утра воздушная линия будет полностью восстановлена. Сария Смыр, Леона Адлиба, Абхазское телевидение. Государственный молодежный театр готовится к премьере. Уже завтра на сцене Абхазского драматического театра будет показан спектакль по исторической драме Анзора Мукба «Келешбей» в постановке народного артиста Абхазии Шалвы Гицба. Об этом шла речь сегодня на встрече руководителей театра с журналистами в пресс-центре «Спутник».
Уже в четверг на сцене Абхазского государственного драматического театра состоится премьера спектакля «Килишбей» в постановке Государственного молодежного театра. Драма Анзора Мокуба «Килишбей» об истории Абхазии начала XIX века. Владетельный князь Килишбей Чачба отличался умом и решительностью. За время своего правления он сумел объединить всех дворян и усилить центральную власть. Лавируя между Россией и Турцией, он мечтал о независимости Абхазии. Драма «Килишбей» и сегодня актуальна, так как события тех времен перекликаются с современностью. Сегодняшняя ситуация и тогдашняя ситуация на самом деле как будто это как бумеранг, одно и то же, просто разные времена. И мы решили на самом деле, как зеркало, чтобы наше общество могла посмотреть и каково наше будущее может быть, посмотрев на этот спектакль, может мы одумаемся и правильный путь изберем. Постановка исторической драмы «Килишбей» режиссера Шалвы Гисба пройдет в 2 актах. В спектакле задействованы молодые абхазские актеры. Роль главного героя Килишбея Чачба исполняет актер Аслан Анкваб. По словам режиссера Шалвы Гисба, проблем с выбором актерского состава не было. Ты уверен, что эти люди поднимут такую проблему? Вот это, об этом надо было подумать. Я подумал, я думал, что уверен, что они смогли это сделать. Я не ошибся. Вместе с тем, у Государственного молодежного театра немало трудностей. Из-за отсутствия костюмеров порой актеры сами шьют наряды, своими руками строят декорации. Но несмотря на проблемы, каждый актер с полной ответственностью подходит к любимому делу. Постановку исторической драмы «Килишбей» зрители увидят 18, 19 и 25 января на сцене Абхазского государственного драматического театра. Алика Трапш, Астамур Гожба, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается облачная погода. В первой половине дня без осадков, ближе к вечеру слабый дождь, переходящий в ливень. Температура воздуха ночью плюс 2,7, днем плюс 11-16 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.